Мой отец говорит, внука хочу. 8 внучек есть, а внука ни одного. Может, тебе, дурный, повезет. Если мальчик родится, Курбаном назову. А у нас все наоборот. У всех братьев только сыновья, и вся семья дочку ждет. А я им говорю, какая разница, кто родится. Лишь бы здоровый был, правильно? Молодой человек! Сын родился! Сын, поздравляю! У меня? Нет! У него? Нет! У другого, вон у того! У меня мальчик! Да! У вас сын! 4200, рост 56! Дыхание ровнее, ровнее. Дышите глубже. Носом дышите. Если кто устал, товарищи, переходите на ходьбу. Наш директор бегает, как настоящий спортсмен. Как думаешь, ответ пришел? Давай спросим. Вахтанг, чего молчишь? Сейчас не время. Поговорим на заводе. Хорошо. Доброе утро, Наташа. Доброе утро. Всю ночь думала? Ну, а ты решил? Еду. Алексей! С добрым утром! Добрым утром! Сегодня ты опередил меня. Ах, Аджам, что-то ты припозднился, теперь не догонишь. Как мальчишка. Здравствуйте, дядя Алексей! Здравствуй, Аман, как дела? С кем поздравить можно? Мама! Отец! Внук у вас родился! Внук! Ай! Ай!
Поздравляю, Аман, поздравляю, дорогой. Спасибо. С наследником тебя. Спасибо, дядя Будет Алексей. защитником твоим дочкам. И тебя, старый, и тебя тоже поздравляю. Благодарю. Поздравляю, сыночек. Наконец-то и ты дождался сына. Большой. 4200. Как себя чувствуешь? Хорошо. Праздник какой. Да. Видишь, как девочки радуются. Молодец. Хорошо, когда много детей. Надо Чуры позвонить. Пусть узнает о нашей радости. Пусть Нуры позвонит. Алло. Долго же вы спите? А кто это? Это я, Нуры. Что-нибудь случилось, Нуры? Случилось. У Амана сын родился, 4200. Ой, вот радость. Чары! Сынок! Сынок, у Амана сын родился. Вставай, слышишь? Чары! Чары, у Амана сын родился. Чары! Чары! Чары, слышишь, у Амана сын родился. Кто у Амана? Я говорю, сын у Амана родился, Нуры только что звонил. Ой, молодец, брат. Все-таки добился своего. После 3 дочерей сын. Молодец. Странный вы народ, мужчины. Женщина рожает, а отец молодец. Что ты говоришь? Да я говорю, нужно их пойти поздравить. Обязательно нужно. Вот они обрадуются, когда мы придем. Сын родился, ты представляешь? А я уезжаю. Улетаю. Ой. Ты что? Ну, не сердись. Но мы никогда не бываем вместе, даже у матери. Меня спросят ведь, почему я одна. А что я скажу? Но ты-то меня понимаешь? Я-то понимаю. А они? Они тоже поймут, как и ты. Поймут. Все, я поехал. Чары, послушай. Знаю. Ты еще на стадионе порывался спросить. Есть ли ответ из института, да? Да. Так вот, могу огорчить. Молчит институт. А ждать больше нельзя. Так что готовьте опытный образец к испытаниям. Ну, предположим, институт даст положительное заключение на новый вентилятор. Даст, он не может не дать. Наш редуктор лучше. Предположим, и твое заманчивое предложение о дальнейшей совместной работе тоже примут. И мы, в свою очередь, проведем испытания. Но это только испытания. Без нового стенда, без технического перевооружения всего завода... Можешь не продолжать, Вахтанг. Я еще не закончил еще. Одно дело, наши предложения, наши расчеты. Другое дело, это план. Я думаю, тебе обязательно еще раз нужно поговорить с Джумаевым. Обязательно. Ну, сколько можно говорить? Полгода Джумаев нам ни да, ни нет. Но здесь есть трезвый расчет, точный. Хорошему инженеру, чтобы прочесть и разобраться, несколько дней хватит. Ладно, ладно, ты не горячись. Как вернусь из командировки, обязательно зайду к Джумаеву. Да. Вас вызывает на дым. Сейчас соединят. Хорошо. А насчет плана и договоров есть кое-какие соображения. Да! Чары, это ты? Юрий Афанасьевич! Здравствуйте! Салам алейкум. Слушай, предложение твои получил, но мне не все понятно. Прочел, значит? Прочел. Расчетами подкрепить бы. Завтра тоже вылетаю в Москву. Встретимся в аэропорту. Хорошо, хорошо. Встречай меня в Домодедово. Буду ждать. Привет, передай Газель. Хорошо, до свидания. Передам. Чаршаватан Москва учен yo'lovchilar 7 секцияда билетлерин регистрациясы давам edilar. У секции 7 продолжайте регистрацию билетов. Оформление багажа на рейс 704, вылетающий в Москву. У секции номер 7 продолжайте регистрацию билетов. Оформление багажа на рейс 704, вылетающий в Москву. Я сюда.
танк. Чары Ходжамович, вот дополнительные расчеты, как не просил. Боялись, что не успеем. Так. Пассажир, вы задерживаете рейс, проходите. Чары, тебя зовут. Все. Сейчас, Иди. сейчас. До свидания. До свидания. В следующий раз самолет улетит без вас. Нельзя так задерживаться. Извините. Пожалуйста. Слабый ветер, гололед. Подборки. Через год-два этого цеха будет звезда. Чары. Да. Я тебе друг или нет? Друг. А дальше что? Не ссорился бы ты со своим Джумаевым. Это почему? Расчеты наши не убедили? Да нет, расчеты впечатляют. Честно говоря, читал и завидовал. Но, увы, Чары, я реалист. Объясни. Ну, допустим, ваше непосредственное руководство не даст вашему заводу работать по условиям экономического эксперимента. И что? То тогда вот это вот почти фантазия. Даже работая ты в условиях эксперимента, я все равно сомневался бы по многим причинам. По каким? Ну, предположим, средств ты добьешься. Сейчас на это иду. Дальше. Но где ты возьмешь строителей, монтажников, новые станки, реконструкции, техническое перевооружение, выпуск новой машины, да еще с остановкой некоторых цехов? Твой Джумаев на это не пойдет. Давай конкретно. Сроки поставок переносишь? Не знаю. Юра, ты должен понимать. Если ваш трест, Севергазстрой, отодвинет немного сроки плана поставок наших вентиляторов, от этого только вы выиграете. Конечно, мы вам дадим машины. Дадим все до единой. И какие? Сегодняшний вентилятор в подметке им не годится. В монтаже они будут удобнее, проще. Но мне нужно ваше согласие. И деньги. К сожалению, да. И деньги сейчас. На авантюру толкаешь. Юра, ты сам сказал, что ты реалист. Так зачем же нам гнать ваши заказы сейчас? Если машины все равно пролежат до весны на причалах. Ведь к вам на север их только по рекам можно доставить. К весне мы вам и дадим вентиляторы. Причем новой конструкции. Разумно. Но знаешь, моему начальству спокойнее, когда они на складах лежат. Поэтому и планируют поставлять... На причал. Да, но это наш причал. Юрий Афанасьевич, а если серьезно, как с нашей просьбой? Нет. От тебя, я вижу, так просто не отделаешься, Каландаров. Ну, хорошо, я постараюсь. Вот за это спасибо. Но твердо обещать не могу. Знаю, я откажу, выше пойдешь. Ты прав. Пойду. Вот здесь остановите, пожалуйста. До вечера, Чары. Жду в гостинице. До вечера. Здесь наши перспективные предложения институту на многие годы работы и сотрудничества, дорогой Иван Михайлович. Понятно, Чары Ходжамович. Если мы с вами построим такую машину, нашим конкурентам на мировом рынке придется потесниться. Даже так? Только так. А мастера у нас удивительные. И в КБ заводском. Вы сами убедитесь. Ребята наши работать умеют.
А перестроимся, я гарантирую. Отдадим ваше распоряжение наш экспериментальный цех. Заманчиво, Чарых Хаджамович. Вы разрешите? Пожалуйста. Угощайтесь, Чарых Хаджамович. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, Нарюш. Угу. Да это же почти готовая работа. Конечно, мне с налета трудно вникнуть во все детали. Но даже этот скелет, это же законченный проект. А вы не могли бы сами довести его до конца, как бабаевский агрегат? Не жалко отдавать? Не жалко. Потому что рассчитываем доработать с вашей помощью на вашем уровне. Это позволит удвоить мощность при тех же затратах металла. В одиночку это нам не по зубам. Ну что ж, правильно рассчитываете. Кое-что в заделах у нас имеется. К слову, Иван Михайлович, мы так и не получили от вас заключение на редуктор к бабаевскому агрегату. Разве? Насколько помню, мы вам предложили использовать редуктор нашей конструкции. Да, но не буду хитрить. Ваш редуктор не для такой машины. Слабоват. И потом по ресурсу не стыкуется. Выйдет из строя раньше машины. А стоит ли? Перечеркиваете наш редуктор, а взамен сотрудничество, так? По форме так. А вот по содержанию... Очень хочу, дорогой Иван Михайлович, по-настоящему связать наш завод, нашу работу с большой наукой. Позы становиться не будем. Заключение дадим. Спасибо. Пожалуйста. А у нас в Ашхабаде еще лето. А мы и лета не видели. То дождь, то холод. Да. Погода. Вот тут налево в ворота, пожалуйста. Вы тут на стоянке, подождите меня. А потом в гостиницу «Москва». Чарых Хаджамович, здравствуйте. Вас во внешторг-отдел просили зайти. Хорошо. Пожалуйста. Ну, я думаю, что всегда найдется компания. Здравствуйте, Сергей Кузьмич. Чарых Хаджамович, здравствуйте. Присаживайтесь. Как раз кстати. Да? Да.
Вот полюбопытствуйте. 2 ваших заказчика уведомляют, что продлевать контракт с вами отказывается. Посмотрите. 3-го дня получили. Плохо. Как никогда нам нужна валюта. Да, слышал. Станки по импорту хотели закупить. А причина? В уведомлении ни слова. Что вы, Чары Хаджамович, истинных никогда не скажут. Но причина всегда одна. Нашли что-то получше нашего. А где, у кого, это... Как долетел? Отлично. Подержи. Давай. Ну, как дела? Спасибо, хорошо. Теперь только работать и работать. А институт дал заключение? Да. Хорошо. Дал заключение. И даже, наверное, будет добро от Севергостроя. О, для начала совсем неплохо. А что, министерство? В министерстве ругали. Ругали? Говорят, бабаевский агрегат возьмем, если сами его не сможете пустить. Так что? Такое? Как это возьмут? Как? Мы его создали, а кто-то будет запускать серию? Хватит о делах. Как тут мои домашние? А, пока ты ездил, Аман сына из роддома привез. Что ты говоришь? Хаджамом назвали, да, в честь деда. Дед аж светится весь. Жалко, ты на то и опоздал. Все собирались. Даже Ораз из колхоза приезжал. Неужто Ораз был? К вам Каландаров. Нет, не смогу сейчас принять. Помягче объясните, пожалуйста. Хорошо, Нариман Джумаевич. Нариман Джумаевич вас не сможет принять. Его с докладом в Совмине ждут. Но обещал вызвать, как будет время. Я вам позвоню. Да, спасибо, Джамала Таевна. А я считаю, не надо спешить с перестройкой. Нет, надо. Ты боишься или не понимаешь? Ты должна это понять как парторг и как инженер. Чары, такого объема работ дополнительно к плану мы не осилим. Но почему ты не хочешь подождать? Запланируют же, в конце концов, и нам реконструкцию. Ты, Набат, рассуждаешь как Джумаев. Снизят план, спустят средства и выделят новое оборудование. Поймите вы, черт возьми! Нельзя упускать время! На что будет годиться через пару лет наш завод? Разве что на мастерскую по ремонту бабаевского вентилятора, который станут выпускать другие. А люди, те, кто будут осваивать новую машину, за теми и будущее. А я не хочу терять талантливых людей. Отними у них перспективу, они просто уйдут с завода. Уйдут! Я не хочу терять молодежь, которая уже уходит. Вот, посмотри. Мой родной брат и тот подал заявление. А ты с ним говорил? Нет пока. Хотя я знаю, что он и другие ребята скажут.
Мы завод теряем. Это страшно. А еще страшнее их правота. Что им терять при нашей бездеятельности? А жизнь у человека одна. Чары, ты выслушай меня и пойми. Я не Набат, хочу... в конце концов, я директор завода. И я за него отвечаю. Это мое право решать. Ольга Павловна. Слушаю вас. Зайдите, пожалуйста, на минуточку. Хорошо. Что ты собираешься делать? Действовать. Ты с людьми посоветовался? Я слушаю. Сэр Хаджамович, на испытательном стенде авария. Нуры, брат! Есть жертвы? Вашего брата зацепило. Осторожней. Несите осторожно. А кто с ним поедет? Аман, давай. Отец. Может, домой поедешь? Я вызову машину. Нет. Рабочий день никто не отменял. Алексей, пошли работать. Отец, в больницу я сам заеду, не беспокойся. Вахтанг, собери комиссию. Надо срочно разобраться. Я думаю, 2 оставшихся стенда тоже надо остановить. Кто знает, от чего этот разнесло. Реши сам. Ладно. Теперь еще и стенд восстанавливать придется. Аварии нам только не хватало. Может, организовать 3 смены? Стенд восстанавливать не будем. Бабаев, нужны чертежи нового стенда. Под твой агрегат. Срочно. Понял. Все. Я пошел в КБ. Иди. Значит, как это? Не было бы счастья, да несчастье Да, помогло. Вахтанг, да. Готовь проект Вахтанг, приказа. выйдешь. Начнем, пойдем до конца и решительно. Чары, Да. я на это не пойду. Что, тебя и авария не убедила? И аварии ты свое решение не оправдаешь. Что значит сейчас для нас строить новый стенд под бабаевский агрегат? За этим стоит перестройка всего завода. Я ставлю вопрос на парткоме. Я свое решение не отменю. Это твое право. Но и я партком не отменю. А дальше? А дальше как в кино. Так. Я повел Мурада на стенды. Все 3 загружены. Ресурс отрабатывает. И вдруг слышу свист. Я... Дальше. И вдруг слышу свист. Так. Потом начало гудеть. Думаю, что-то не так. Береда послал к мастеру, а сам бросился к пульту, чтобы выключить. Ну? Рубильник вырвал, да поздно. Потом взрыв и ничего не помню. Ну, Гера, тебе не надо было появляться на стендовой площадке. Тем более с мальчиком. Не мальчик он, а учащийся ПТУ. Ко мне прикрепили.
попрошу посторонних выйти. Сейчас уколы будем делать. В коридоре подожду. Извини, Набат. Но я все время думаю, что случилось? Ты? И вдруг против. Этот партком, он что, необходим? Мы же все вместе шли к этому решению. Ты всегда поддерживала Каландарова, а сейчас? А сейчас я не могу его поддержать. Ну почему? Мне жаль тебя, Вахтанг, если ты не понимаешь. Ты ведь влюблен в Каландарова. Его смелость и решимость тебе импонируют. А что бывает, когда руководство против? Но ведь против только Джумаев. Этого мало. Малейший срыв и... И что, договаривать? Каландарова не будет. Неужели это надо объяснять? Наш завод сейчас не может нести такую большую нагрузку. Мне кажется, и люди к этому не готовы. А Каландаров думает иначе. Он не думает, он отдает приказы. Да, правильно делает. Только пустой человек много говорит. Набат. Отдашь на подпись. Пора. Мы уже и так опоздали на совещание. Теперь выслушаем плановый отдел. Я просил Светлану Васильевну подсчитать потери из-за простоя стендов и стоимость перестройки аварийного под новый. Прошу вас. Счет простой, Черы Хаджамович. Прошла неделя, как стоим. А это 10 агрегатов или 500 000 незаработанных денег. Сколько еще набежит, неизвестно. А затянем, договорные поставки полетят. Правда, эти 10 машин мы еще можем покрыть за счет резерва, но больше нет. Если бы в прошлом квартале вы не заставили отдел сбыта отдать весь запас... Оставим воспоминания о Маяк Мартиросович. Насчет заначек, вы мою точку зрения хорошо знаете. Запас карман не тянет. Но потом у хорошего хозяина всегда на черный день отложено. Я проверю. Откладывайтесь. Непес Бабаевич, рабочие чертежи нового стенда готовы? Прошу еще неделю. Работы много. Даю 3 дня, не больше. Простите, но все, что мы сейчас делаем, это расчет или... Авантюра? Это вы хотели сказать? Говорите, говорите, не стесняйтесь. Я уже слышал это на нашем заводе, к сожалению. Извините, Черы Хаджамович, но мне, как плановику, хотелось бы ясности. Скорее, спокойствия. Называйте, как хотите. У нас такой объем работ не запланирован. Перекраивать план, финансирование, наконец, все неясно. Я говорю прописную истину, но есть инструкция. Живое дело всегда шире инструкции. Надо будет всем поработать. Решение надо искать. Вахтанг Давидович, как работа комиссии? Работает. Плохо работает. Очень плохо. Сегодня к вечеру заключение комиссии должно быть у меня на столе. Дело торопит. И подумайте, кого послать в надым, тоже срочно. Газовики просят гарантии. Хорошо. Требование сейчас одно. Чтобы все были в курсе дел на заводе. И чтоб каждый действовал, сообразуясь с обстановкой. Понимаете, действовал самостоятельно, а не инструкции читал. Есть вопросы? Нет. 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 Тогда все свободны. До свидания. А что, Севергазстрой отказывается от переноса сроков? Да нет, тут так. Дружба дружбой, а гарантии дороже. Просит прислать представителя с гарантийным письмом. И в его присутствии будет решаться этот вопрос. Ребята, кофе готов. Курбан, будешь? Спасибо, не откажусь. Бери. А вы? Я уже пил. Андрей, кофейку. Нет, спасибо, не хочу. Зря. Кофе будете? Ой, давайте. Нет, не хочу. Курбан. Да. А тебе не кажется, что мы вкалываем теперь до потери пульса? М? Предложи что-нибудь новое. Я, конечно, понимаю, что шефу это прямая выгода. А нам что, а? Премия? А престиж себе что, мало? Да, престиж — это великое дело. Только им сыт не будешь.
А энтузиазм? А мой Мурат говорит, увольняйся. За такие деньги можно найти и другую работу. Без энтузиазма. Мне, говорит, жена нужна для дома и дети. Чудак с нашей-то работой. Ой, не говори. Мои тоже изнылись. А что делать? Нас двое. Родни здесь никакой. Детей из садика соседка забирает. Трудно. А как Непесу Бабаевичу откажешь, когда нас сверхурочную просит? Сколько он для нас сделал, когда дочка заболела. И завод тоже. На лечение бесплатно послал. Разве зарплатой тут можно мерить? Каландаров. Здравствуйте, Чары Хаджамович. Что не приходите? Жду. Обещали вызвать. А тут эта авария. Выяснили причину? Да. Крановщик и наладчик виноваты. Выпили на работе. Надо строго их наказать и никаких поблажек. Мы обратились в завком за согласием на увольнение. Правильно. Чары Хаджамович, как вы относитесь к сельскому хозяйству? Положительно? Вот и помогите. Чем конкретно? Мне, конечно, хлопок собирать и транспортом. Я уже обещал. Так... Людей дать не смогу. А вот насчет транспорта... Нет. Трудно сейчас завода, Нариман Жумаевич. А вы думаете, мне легко? Про других не знаю. Но, к сожалению, людей дать не смогу, это точно. Жду вас завтра. Но завтра портком? После зайдете. Что у тебя? Приказ о работе в субботу и воскресенье отдавать? Профсоюз как, разрешил? Да. Действуй. Чары Хаджамович, Да, Ольга Павловна? мастеров и бригадиров собирать. Собирайте, пусть все идут. Я не нужен? Нет, Вахтанг, дела не ждут, иди работай. Тут я сам. Внимание! Мастеров и бригадиров просят пройти к директору. Повторяю, мастеров и бригадиров просят пройти к директору. Нам ведь в приказе отставка, Чары Хаджамович. Мастеров и бригадиров инженерами заменили. А что, нам не доверяете? Нет, товарищи, совсем не так. Мы распределили специалистов по бригадам и участкам для того, чтобы они искали инженерные решения. Сидя в кабинете, немного увидишь. А на местах возникнет столько нового, что придется дорабатывать на ходу. Вот тут-то как раз и нужен инженер. Подменять мастеров и бригадиров они не будут. Здесь сейчас собрались лучшие из лучших. Можно сказать, цвет. Ударная сила завода. Так вот, всем придется работать в экспериментальном цехе. И цех этот будет головным. А головной же останавливаем. Да, но экспериментальный не справится. Ни мощностей, ни площади. Конечно, не справится. Такой задачи мы и не ставим. У вас другая задача. Сделать столько, сколько сможете. Ну, конечно, еще чуть-чуть больше. А возглавлять цех вам, Алексей Иванович. Ну как? Ну, подумать надо, Чары Хаджамович. Сколько дней потребуется для организации? Ну, думаю, дня 4-5. Пожалуй, хватит. Даю 3 дня, не больше. Да. У нас есть пословица. В воду может пустить один человек, а поле засевает всем миром. Может, совещаниями канители разведем? Или совет старейшин собрать прикажешь, а, отец?
Совет тому полезен, кто ждет его. Это ты зря. Аджам. Так. Какабай Ширыч, вы монтировали с моим отцом испытательные стенды? Тут тоже в войну было еще. Монтажное управление отказалось нам срочно соорудить новый стенд. У них свои плановые работы, сроки, новые пуски. Поэтому вас, Какабай Аширович и Борис Дмитриевич, прошу подобрать из наших заводских 2 бригады на монтаж новой установки. Задали задачу. Попробовать можно, если надо. Спасибо. Другого ответа я от вас и не ожидал. Здорово. Ну что, вы опять залетели? Да мы такие же, как и твои. Меняли бы почаще тренеров, не то было бы. Да. Вот ты пойди и скажи им. Много ты понимаешь в футболе. Техническое перевооружение. Всегда у нас так. Красивые слова-то можно найти, а на человека плевать. Вот у меня 8 детей. 8. Я у себя в семье директор. Ребята, видели семейного директора? Смейся, просмеешься. А 13-й зарплата-то фу. На, почему? Директор так решил. А он меня спрашивал? Еще спросит. Не велит, пан. Он думает о будущем завода, балда. Как балды слышу. Каландаров спросил бы у моей жены, она бы ему показала будущее. А то приказ вывесили. Это проще простого. А кто вкалывать будет в 3 смены? Давлетов, а ты это Каландарову скажи. Нам-то что? И скажу. И не только ему скажу. Брось подначиваться, пар. Он и так ночь спать не будет. Хватит нам, ребят. Давлетов. А ты и вправду не спи, не надо спать. Может, 9-го сына родишь? Эх ты! Ай, сапа. Отец, мы на озеро. К ужину будем. Аккуратней на дороге, ребята. Не задерживайся. Ты хоть Джо предупредила? Да. Ребята, побыстрее. Как здоровье? Хорошо, спасибо. Ну, до свидания. А, Хаджам, что там в больнице? Как Нуры? Да. Обещают выписать. А, врачи Хаджам, все могут. Слушай, От меня привет может передай, быть, мы слышишь? вместе поедем к Нуре в больницу, а? Догоняй! Давай их обгоним! С отцом говорил? С ним поговоришь, у него же завод. Одно название, что завод. А я слышал, что скоро настоящим заводом станет. Может и станет. Но мы с Наташей увольняемся. Да ты что? А дед знает? Пока молчит. Тут у меня фотографии и письма от ребят с Атамаши. Вот это завод. Покажи. Потом на озере. Угу, ладно. Наташа! Сейчас Хатиджу будем красть. Может, хватит? Нет, не хватит! Пусть догоняют! Наташа! Наташа, перестань! Не дразни их, Наташа! Ты так
Считаешь? Да. Ну ладно, сжалимся. Что? Прошу. Меня просить не надо. Привет. А это Федор и его бригада. Хорошие ребята. Вот бы поработать на таком заводе. Живем в век космический, а работаем на станках наших дедушек. Эх, мне бы станок с числовым управлением. Да, тебе только дай. Ты его через час в кучу железа превратишь. Да у нас и превращать-то нечего. Да, братцы. Завод наш по сравнению с этим сарай. Очередное комсомольское собрание открываем на природе. Хватит! Тут не до шуток, Андрей. А кто шутит? Значит, все-таки прав Каландаров. Надо обновлять завод. Ну, а если там такие девушки, то я понимаю Байрама. Да вот на этих посмотри. Ну-ка. О, Байрам, я тебе не завидую, но Наталью понимаю. Ладно, ребят, хватит, пойдемте искупаемся. Хорошая мысль. Что, Байрамчик, жарко стало? Ашир! Ашир, слушай, а ты? Да, я знаю, о чем ты хочешь спросить. Не говорил я с отцом. Не вижу я его. Мама сама обещала поговорить. Мама? По-моему, ты трусишь. Что? Я трус? Я? Да, я совсем о другом хотела спросить. О другом? Угу. Нет, я уж поговорю с отцом. На прием к нему запишешься? Что, не веришь? Я не верю, успокойся. Представляю, приходишь к отцу в кабинет, я хочу жениться. Конечно. А что, а как по-другому? А никак. Наша машинка поехала и сломалась. Чего она не сломалась? Дай мне. Нет, я сама хочу играть. Пусти. Я тоже хочу. Дай. Нет. Аксалтан, ужинать пора. Ребята настроены по-боевому. Хорошо мы поговорили, правда? Байрам, а почему ты был такой грустный на озере? Она с тобой думала. А что думать? Надо ехать. Начнем новую жизнь. Там такие возможности. Неужели ты не хочешь? Еще как хочу. Но, видишь ли, я ведь Каландаров. Давай в другой раз поговорим. У нас на ужин не опаздывают.
Хорошо? Аманджан, что с отцом? Сердитый пришел. Против Чары на заводе выступил. Ой, зачем они все ссорятся? Чары резок. Мог бы и поласковей с отцом. Отец Чары хотел заехать, с тобой поговорить. Пока. До завтра. Тут и Джан, неси блюдо скорее. Я с ребятами задержался. Разговаривали. Какие разговоры до ночи? О заводе. О том, какой Чары шум поднял. О делах Чары не тебе судить. Между прочим, говорят, что ты сам от него отвернулся. Мальчишка! Трудно сейчас заводу. А ты бежишь. Перспектива нужна. Научились красивыми словами сорить. Прекрати пиликать! Иди ужинать. Сердар Джан, идем ужинать. Не хочу, у меня завтра концерт. Остынет ужин. Совсем заработался верблюжонок мой. Что с ними сегодня? А это наша лестница. Могу подняться по ней с закрытыми глазами. А сейчас? Ну и сейчас тоже могу. Закрытыми? С закрытыми. Попробуем. Так. Раз, два, три. Руки. Угу. Четыре. Смелей. Здравствуйте. Здравствуйте. Мама! Познакомься, это Хатиджа. А, Хатиджа. Ну, проходите, не будем же мы стоять на пороге. Проходи. Проходите. Пожалуйста. Хочешь, семейный альбом покажу? Угу. Сразу всех увидишь. Вы располагаетесь, а я сейчас. Присаживайся. Спасибо. Не скучай, я быстро. А, вот. Ага, нашел. Садись поудобней. Значит так. Это дед. Смотри, какой важный. Это двоюродный брат. Это Нуры. А это кто? Байрам. Байрам? Да. А это мама. Какая она молодая. Это дядя, председатель колхоза, он герой. Герой? Труда. А это отец. А, он добрый. Да, но строгий. Дед говорит, Каландары, вы все такие. Хвостунишка. Ой, неужели это ты? А что? Какой смешной. Маленькие все смешные. А это тоже ты? Да. У меня еще другие есть. Покажи. Смотри. Вот. Ой. Ашир, займись, пожалуйста, чаем. Чайник давно вскипел. Я к вашим услугам. Ах, да. Дамы изволят пить
Черный. Не слышу. Зеленый. Понятно. Намек понял. Не смущайтесь, Хатиджа. Мужчины не могут передать красоты. Мой сын, к сожалению, не исключение. В жизни вы намного красивее. Но он же меня разглядел. По-моему, ему просто повезло, что вы его выбрали. Расскажите о себе. Ну, мам, я уже 1000 раз рассказывал тебе о ней. Если 1000 раз рассказывал Ашир, то мне нечего добавить. Он знает меня лучше, чем я сама себя. И никогда в этом не сомневайся. Даже мысли твои читаю. Мам, ты говорила с отцом? Я не смогла. Так, слушай, Хатиджа, мы оба состаримся, пока дождемся отцовского благословения. Отцу трудно сейчас, мог бы это понять. Уверяю вас, Хатиджа, Чары Хаджамович будет... Он будет рад вашему решению, но... Ну, конечно, ему не он... до нас. У него сейчас переоснащение, проблемы. А тут сын жениться надумал. Разве это проблема? Не надо мне руку жать. Пойми, я не могу у вас дома показываться. Твои все знают. А у меня... Мы с тобой ничего не значим в каландаровском масштабе. Вот если бы цех женился или там... Ашир, прекрати. Пошли. Ашир. Подожди, ну зачем ты так? Так надо. Теперь я знаю, что делать. Идем. Неправда. Это совсем все не так. Рассчитывать, что они все сделают в срок, не стоит. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Нариман Джумаевич. Здравствуйте, Чары Хаджамович. Здравствуйте. Признаться, я вчера вас ждал. Портком затянулся. Да, мне звонили. Ну что же, причина аварии ясна. Отставание большое? 1 200 000. Многовато. Стенд срочно надо восстанавливать, время уходит. Нариман Джумаевич, мы не восстанавливаем стенд. Мы строим новый подбабаевский вентилятор. Так, а как вы собираетесь выполнять план? Часть продукции за нас изготовит Солнечный. В Москве нас поддержали. Они к этому отнеслись с пониманием. Поэтому, не согласовав с нами, вы решили передать часть фондов на металл Солнечным. Но если продукцию не будем делать, какой же резон держать металл? Вы хоть понимаете, товарищ Каландаров, что вынуждаете нас корректировать план, а это недопустимо. Но мы и Солнечный в одной системе. Заказчики получат машины все до единой. Еще. Сегодня нам помогают, завтра Солнечный начнет реконструкцию, мы им поможем. Так что я хочу руководствоваться здравым смыслом. Это уже демагогия, товарищ Каландаров. Подумайте о людях. Вас вот и заводской портком не поддержал. Хватит своевольничать. Вы немедленно отмените приказ. Не отменю. Право директора завода проводить техническое обновление. Но не ценой срыва договорных поставок. Как вы рассчитаетесь Севгастроем, при том проекте, который вы собираетесь осуществлять в этом году, продукцию ему завод поставить не сможет.
И республике никто плана снижать не будет. Об этом вы думали? Мой вам совет. Отмените приказ. Восстановите стенд. Работайте. Как раньше, как работали. Завод на хорошем счету. Отставание ведь вы быстро ликвидируете. Значит, предприятие и план завершит успешно. Зачем портить праздник рабочим? Премий, знамен и других почестей они заслуживают. А ваши предложения мы изучаем. Они весьма перспективны, надо сказать. Но так быстро дело не делается. Будем добиваться реконструкции, через госпланы добьемся. Когда, Нариман Джумаевич? Ведь заказчики по экспорту уже от нашей продукции отказываются. И это знаю. Ну и что? У нас достаточно своих заказчиков. Но своим тоже нужна мощная и надежная машина. И мы ее готовы выпускать. Вижу, вас трудно убедить, Чары Хаджамович. Слушаю, Нариман Джумаевич. Каландаров обращался к вам по вопросу финансирования? Да, завод представил обоснование. Я как раз сегодня хотел зайти к вам по этому вопросу. Очень уж торопит нас Каландаров, а тут мне банк просит подтверждение. Понятно. Он и на них давит. Мы все подготовили, можно зайти? Нет. Это сейчас преждевременно. Вот комиссия поработает. Потом и посмотрим. Слушаю, Нариман Джумаевич. Беглей Аразович, надо к Каландарову на завод комиссию послать такую. Знаете, более компетентную. Словом, разобраться надо, что там творится. Понял вас. Идите, работайте. Я вас больше не задерживаю. Спасибо. Ты о чем думал, когда писал вот это? О чем? Ты хочешь знать, почему я ухожу с завода? Почему я знаю? Ну, если знаешь, зачем тогда спрашиваешь? Я еще раз спрашиваю, о чем ты и думал. Ты представляешь, что скажут другие рабочие? А ты у них спроси. Я лично думаю, что все это мне надоело. Лишь бы деньги получать. А что мы выпускаем? Я хочу работать так, чтобы гордость была. Право на гордость зарабатывают. У вас сейчас есть возможность все переделать своими руками. Мы начали крупную перестройку. Будем осваивать новую, более совершенную машину. А вы? Сейчас. А где вы раньше были? И потом... Не верю я в это. Ты? Или другие тоже? Ты многого не знаешь, Чары. Думаешь только о своих планах. Ты хоть раз поинтересовался, чего хотят молодые рабочие завода? Нет. Да тебе и не нужно было. Новые станки, новая продукция, линии. Люди ведь не роботы и не хотят ими быть. Вот поэтому у тебя на столе и лежат эти бумаги. Забери, брат, свое заявление обратно. И пусть ребята тоже возьмут. Вы все мне нужны. Ладно. Я заберу свое заявление. И Наташину, наверное, тоже. Но с остальными сам говори. Хорошо. Скажи, как там отец? Переживает. Да, Чары, ты бы с сыном поговорил. А что? Что-нибудь случилось? Парень институт заканчивает. Наверное, личные планы, а ты отец. Но Гузель мне говорила. Он дипломный проект закончил. Значит, что-то случилось. А ты у него спроси.
Да нет, поверь, ничего такого, чтобы пугаться. Но все-таки поговори с ним. Но то, что войну с Нариманом Джумаевым ведешь, знаю. И про затеи твои тоже знаю. Ты у него самого когда был? Вчера. Ну, садись. Да слушать не хочет. Слушать? Ну, слушать это не каждый может, не каждый умеет. Слушать это занятие трудное. Это искусство. Спасибо. Пожалуйста. Слушай, человека его понимать надо. А понимать это иногда и самого себя преодолеть. А от своих привычек до ошибок вряд ли кто захочет отказаться. Федор Иванович, а что, он с вами тоже вот так? Поступал? Да. Поступал, и не раз. Ведь Нариман наш как мыслит? Завод хорошо работаешь, значит, ему честь и хвала. Завод-то наш головной в объединении. Ну, то, что запущено, это другой вопрос, но головной. Джумаева понять можно. Его к спокойной жизни приучили. И я в том числе. Думаешь, я не видел, что завод стареет? Видел. Видел, что стареет. Или думаешь, может быть, Непес Бабаев мне мозги не просверлил своим агрегатом? Или думаешь, что я не знаю цену этому агрегату? Хочешь, скажу честно, всю правду? Боялся. Боялся, что потеряю все. К чему привык, что сердцу мило. Боялся. Ну как же, идешь по заводу, все тебе улыбаются, почет, уважение, премии, первым в колонне демонстрантов. Всего не перескажешь. Чары, как там отец? Спасибо, хорошо. Что, такой же неугомонный, как мой Федя? Ишь, разбушевался. Еще чайку выпей и постынешь немного, а? Что это ты? Мало нервничал? Хоть теперь сердце побереги. Ну ладно, Машенька, у нас мужской разговор. А ведь мужской разговор, он всегда... Федя. Ну хорошо, не буду. Да. Знаешь, Чары, я успокаивал себя. Закончу год, и тогда... А год новым сменялся, и опять мне не хватало духу. Начать по-другому. Но совесть мучила. И я понимал, что это так долго длиться не сможет. И как бы я ни тянул, а начинать все-таки придется. Жизнь заставит. Да. И вот на одном совещании услышал тебя, смелый, решительный, уверенный в своей правоте. Тогда и подумал, пора мне уходить. Вот он все сможет. Это когда я главным на электрике работал? Да. Да и Джумаева я тоже, ох, как понимаю. Ему ведь хочется еще чуток, но продержаться, чтобы с почетом финишировать. Ты не знаешь, чего мне стоило уговорить себя уйти с завода. Уговорить уйти. А я ведь за тобой и за нашим заводом наблюдаю. Как говорится, в оба глаза. Не жалею, что ушел. Больно, но не жалею. Для дела надо. Спасибо, Федор Иванович. Да что? За то, что я на тебя такую ношу взвалил? Неси и отвечай. Многие ведь думали,
что Перевалов с ума сошел. Ну как же? Как же, все налажено. План есть и будет, а директор уходит. А ведь мог бы не уходить. Да. Чары, ты учти, Нариман за свой покой будет сражаться. И за агрегат, что вы сейчас выпускаете, тоже. Он ведь один из его создателей. Ничего, Федор Иванович, вы же сами наставляли. На то и жизнь, чтоб драться, а не в поддавки играть. Запомнил? Да. Слушай, Чары, а может быть мне в Москву позвонить? Как-никак помнят еще. Да нет, спасибо. Надо здесь разобраться. Здравствуйте. Это комиссия? Да. Мне с ними надо поговорить. Пожалуйста, пожалуйста. Я извиняюсь. Мне с вами можно поговорить? Что? У вас можно спросить, я говорю. Конечно, можно. Вот вы обошли весь завод. Да. Все станки. А мой станок особенный. Он служил еще до. Понимаете? Я что-то не пойму вас. Вы понимаете? Я 40 лет тому назад пришел к этому станку. И до сих пор работаю. По телевизору смотрю на современные станки. Аж плакать хочется. Почему до сих пор у нас нет современных станков? А? Я хочу вас спросить. Вы своими душевыми довольны? Причем здесь душевые? Я вас про музейный станок спрашиваю, а вы говорите душевые. Вот видите, ваши рабочие недовольны вами. Они жалуются на вас. Они говорят о деле, а вы что? Вы меня не поняли. Вы мне на работе создайте условия. Вот это важно. Понимаете? Виктор Петрович, теперь вы знаете все. Что еще вас тревожит, Набат Мурадовна? Я думаю, что выводы комиссии будут не в пользу завода. Сейчас делается все, чтобы остановить Каландарова. А как вы считаете? Каландаров прав. Тогда непонятна ваша позиция на парткоме. Вот. Вы не поддержали Каландарова? Виктор Петрович, я не была против. Я считаю, что такой сложный вопрос должно решать общее собрание рабочих. Пожалуй.
Пожалуй. Значит, Каландаров нужен заводу. Нужен. Еще как нужен. Но, согласитесь, показатели республики действительно страдают. Я понимаю. Придется искать резервы, заставить кого-то взять на себя дополнительные нагрузки, чтобы удержать плановые показатели, ну, по валу хотя бы. Да. Хорошо, разберемся. А работу комиссии возьмем под контроль. Большего обещать не могу. За информацию большое спасибо, Набат Мурадовна. Будем думать. Спасибо, Виктор Петрович. До свидания. До свидания. Жумаев. Нариман Джумаевич, Слушаю вас, Виктор Петрович. комиссия у Каландарова закончила работу? Нет, еще осталось выяснить кое-какие детали. Жду ее выводов. Выводы будут и очень скоро. Аджан, а? Послушай. Ты слишком круто взял, Аджан. Чира ведь не о себе печется. Завод не только станки и продукция, но и люди. Верно. Вот это он и забыл. Да ты не прав. Ничего он не забыл. Просто времени не хватает, понимаешь? О, спросить бы надо у молодых, узнать, что они думают. О чем они могут думать? Ты посмотри на них. Один ветер в голове. На пенсию давно пора, а ты все бурчишь. Не беспокойся. Что не беспокойся? Вместе с тобой пойду. Но. Минутку, я Бабараков. вы куда? Извините, Товарищ, извините. ну хорошо, вы я можете сейчас. меня понять, в Минуточку. конце концов. Я сейчас. Я из Туркменгастроя. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас была авария, и говорят, ваш брат, товарищ Каландаров, я сочувствую. Извините, мы сочувствуем. Мы сочувствуем всем коллективам. Это авария, где же, понимаете? Вот. Постойте, постойте. При чем тут птицефабрика? Как при чем? Извините, это не к вам. Да, это не к вам. Сейчас. Сейчас. Вот это к вам. Ага. Да вы садитесь, садитесь. Спасибо. Я постою. А Маяк Мартиросович, Да, Чарых Хаджан? зайдите, пожалуйста. Иду. Что, бумаги не в порядке? Да нет, бумаги в порядке. А Маяк Мартиросович, вы оформляли этот документ? Да? Ну и что? Вам выговор за невыполнение приказа. Но мы всегда поставляли им из сверхплановых. Да. Товарищ Гагаберидзе,
Вы же у нас были, знаете наше положение. Вы всегда помогали. Я же вам уже объяснил, товарищ Бабалаков. Но возможность есть. Я же знаю. Вот товарищ Мисикян подписал. Будем считать, что такой возможности уже нет. Да что вы! Для себя прошу, что ли? Ну, воздух на кухне вентилировать. Успокойтесь, товарищ Бабалаков, успокойтесь. Вот ваша бумага. Заберите. Я найду, куда жаловаться. Найду. Вообще-то сейчас нам эти рублишки не лишние. Как Севергострой? Кто вылетел в Надым? Николай Евдокимов с Абдыкеримовым. Обещали сразу же позвонить. Угу, хорошо. Бабушка, дядя Черы приехал. Здравствуй, мама. Ай, Черы, сынок, здравствуй. Вот подарок-то. А Газель только что уехала отсюда. Да, Ведь говорила ей. разминулись. Посиди еще немного. Встретились бы. Эх, сынок, сынок. Совсем отбился ты от отцовского дома. Не навещаешь нас. Не сердись. Приезжал бы чаще. Покачать тебя? Ну-ка, Алфа. Еще? Покачать тебя сильнее, а? Да. А ты, мама, как всегда, в заботах. Отними их у меня. Что мне тогда останется? Вами только и живу. Bala mening alxanim balg'o'shlon talxanim bala balim bala bala. Отец дома? Нет, ушел с Алешей. Нуры пошли навещать в больницу. Я же просил его. Проходи, садись. Нету времени, мама. Дел много. Как это? Я хотел... Почему так быстро уходишь? Попил бы со мной чайку. Я тюрек испекла. А Шерджан его очень любит. Возьмешь с собой. Спасибо, извини, я не домой. А куда? В аул, в Куразу. Каразу, тем лучше. Тюрек хороший спутник в дороге. Разу скажи, хочу видеть его. А то он так редко к нам приезжает, совсем забыл стариков. Передам, мама. Маечка, до свидания, девочка. До свидания. До свидания. До свидания. Все никак не успокоишься? Не могу понять, почему он и на парткоме выступил против. Я так ждал его поддержки. Чары, ты не должен обижаться на отца. Он вдвойне беспокоится. И за тебя, и за завод. Так что... Алексей Иванович то же самое говорит. Ну вот, видишь, у отца удивительное чувство справедливости. Мне часто его советов не хватает. Да, ты прав.
Орас, а что бы ты делал, если бы отняли у тебя колхоз? У нас председателя выбирает народ. Но я, конечно, не говорю о тех случаях, когда это правило нарушается. Да, вот я и подумал. Если бы у нас выбирали, наверное, меня бы не выбрали. За что так? Не знаю, но, наверное, за то, что неспокойно людей заставляю жить. Ну, если только за это меня уж давно бы сняли. А за свое дело, брат, надо стоять до конца. Если уверен, что оно правое, тогда и люди тебя поймут, пойдут за тобой. Конечно, у нас на селе проще, все друг у друга на виду, как на ладони. А у вас? Ты хоть соседа по лестничной площадке знаешь? Вот-вот. А людей видеть надо, знать. Ни одной работой сыт человек. Вот поэтому я и хочу этого собрания. Но и боюсь, а вдруг меня не поймут? Смотри-ка. Плывет кто-то? Да это же Сарыага. Салям алейкум, Яшули. Алейкум ассалам. С приездом. Спасибо, спасибо. Осторожней, Сарыага. Ничего, я сам. Вижу, костер горит. С чем к нам пожаловал Чариджан? Да просто так, взял да приехал. А что, отец? Такой человек, как ты, просто так не приедет. Почему? Вот приехал порыбачить. Вижу, как рыбачит. А Сарыага ничего не скроешь. Что, не спится? Чем меньше человеку жить остается, тем меньше он спит. На мир смотрит, думает. Вот и я задумался. О чем? Понимаешь, каждому человеку его дело самым важным кажется. Вот и мое совсем не маленькое. С детьми связанное. Ты вот скажи мне, чем богат человек? Чем, отец? Человек богат детьми. Много ли детей? Мало ли детей? Плохо, когда их нет у него. Да. Так вот, к чему я говорю все это? Живем мы хорошо, все у нас есть, колхоз большой, богатый, доходы растут, детей рождается все больше и больше. Как думаешь, на этой лодке мне, старому, легко с одного берега на другой детей в школу возить? Сарыага, не я председатель колхоза. Вот брат сидит, у него и спроси. Нет, я к тебе обращаюсь. Ты директор большого завода, машины строишь. Так вот, сделай для меня такую лодку, чтобы она сама по воде шла. Устал я грести руками. Сделаем, Сарыага, сделаем. Хотелось бы мне на склоне лет капитаном побыть немного. Ох, Сарыага. Ты что, думаешь, он не сделает? Да он такой же мечтатель, как и ты. Вы оба как дети. Сарыага, дай мне справиться с очень-очень большим делом. Потом мы построим тебе корабль. Спасибо, сынок.
Здорово, как дела? Прекрасно. Иду. Разрешите я позвоню, пожалуйста? Алло! Алло, Наташа, привет! Слушай, Наташа, сколько можно ждать? Ну, мы же днем договорились. Слушай, может заехать за тобой? В чем дело, ты нормально можешь объяснить? Одна? Ну, это мы еще посмотрим. А пока, Наташ, давай... Наташа, алло! Слушайте, я же просил холодного сока. Нет, вы просили кофе. Джа, хватит, послушай меня. Я не хочу ничего слушать. Ты посмотри на небо. Ты видишь, какие звезды? Они смотрят на нас и улыбаются. Звезды не улыбаются, они завидуют. Ну и пусть. Хатиджа, постой, я решил. Завтра мы идем в ЗАГС. Я согласна. А свадьбу сыграем после защиты. Ага. Хатиджа, дорогая, я самый счастливый, я люблю тебя. А ты не передумаешь? Нет. Ага. Алло, я слушаю. Набат, извини, я очень волнуюсь. Гозель, это ты? Да. Я не знаю, где Чары. Звонила на завод, телефон не отвечает. А вчера вечером звонила тебе, но... Я на заводе задержалась, дела. Вахтанг говорил, что Чары на выходной поедет к брату в аул. Я в последнее время ничего не понимаю. И ничего не знаю. Он молчит, сжался весь. Что там у вас происходит? Ты одна дома? Нет, Ашир готовится к защите, у него скоро диплом. Слушай, приезжай ко мне, а? Мы так давно не виделись. Поговорим обо всем. А вдруг Чары сегодня вернется? Чары, наверное, прямо на завод приедет. У нас завтра собрание. Не раздумывай долго, иначе никогда не выберешься из дома. Приезжай. Хорошо. Я через 30 минут буду. Жду. Гозель, ты? Ходи. Здравствуй. Здравствуй. Это тебе. Спасибо, мои любимые. Не забыла? Нет, конечно. Мы теперь так редко видимся с тобой. Проходи. Ты уж извини, тут у меня такой беспорядок. Никак ремонт не закончу. Садись.
А ты завтракала? Да, не беспокойся. Располагайся. А я пойду приготовлю нам кофе. Надеюсь, ты не откажешься? Выпью с удовольствием. Какое прекрасное лицо у твоей мамы. В нем вся жизнь. Последняя ее фотография. Садись. Это я нашему КБ взялась помогать. Да и квалификацию не хочется терять. Бабаев меня просил. Людей у нас сейчас не хватает. Ой, хватит о работе. Давай лучше кофе пить. Ты чего на меня так смотришь? Давно не видела. Соскучилась. Я все думаю, умная, красивая, прекрасная хозяйка. Почему замуж не вышла? Потому что... Да, поздно сейчас об этом говорить. Пей, это остынет. Чиры едет к Аразу только тогда, когда ему очень плохо. Или... Да, это у них общее, каландаровское. Значит, у него большие неприятности на работе. Для него завтра решающий день. У нас будет собрание. Почему же я ничего не знаю? Набат, только тебе могу признаться. Я иногда думаю, нужна ли я Каландарову. Может быть, Каландаров и не был бы Каландаровым, если бы не ты. Думаешь? Спасибо тебе. Ты всегда была щедрой. Нет, вопрос очень серьезный, товарищ. Вы посмотрите, ведь новые наши вентиляторы придут на север весной, правильно? К началу навигации. Так, а фундаменты под них закладываются уже сейчас. И закладываются под старую машину. Значит... Да, вы хотите сказать, что новое крепежное устройство под них не подойдет? А, конечно. А мы уже об этом думали. Ну-ка. У нас есть идея. Покажите, интересно, посмотрим. Вот тут я кое-что набросал. Видите-то я вижу, но не совсем пока понимаю. Вижу, говоришь. Да, рассчитаем еще раз. Смотрите, вот это сюда перебрасываем. Хорошо, если получится. Давайте я лучше. Покажите, конечно. Да, интересно, давай. Размер как раз Эту деталь. Ну, ты хоть понял меня? Да. Вчера многое стало ясно после парткома. Жаль только, что ты не захотел говорить с ним. Упрямая твоя башка. Иди я сейчас. Привет. Здорово. Что, готовитесь к бою? А вот тут мы с ВИПа размечтались о станке, с ЧПУ. Это только мечты их. Что? Ну что, едем? Я остаюсь на заводе. Вот так. Вот это новость. Они за нас все решили. Да ну тебе. Эй, Давлетов, ты сейчас выступать будешь. Ну? Про реконструкцию скажи. На чай не спим. Я все скажу. Да. И про жену скажи, которая 9-го родит. И про это скажу. Сначала режут вдоль, потом раскрывают, и получаются такие длинные дольки. У меня ничего не выходит. Позвал его. Смотри, как надо. А он говорит, наряд на 30-ку закроешь? Сделаю. Как? Там работа всего на 3 часа. Вот и я ему говорю. А он в ответ, надо в ночь, чтобы большой пресс стоял. Я тебе что, по ночам
За один тариф вкалывать будешь? Привет. А, это ты. Как дела? Здорово. Ничего. Я еще не так скажу. Скажешь. Хаджам, ты сегодня не выступай. Лучше я скажу. Все, товарищи, уже время. Пора собрание начинать. Товарищ Джумаев не смог. Товарищ Гаипов будет присутствовать. Здравствуйте. А список выступающих есть? У нас списка выступающих нет. Как? А если... Думаете, выступающих не будет? Будут. Ну что ж, прошу сюда. Пошли. Судя по тому, как много нас собралось здесь, вы знаете, о чем пойдет речь. И вас это, вижу я, волнует. Я с большим сожалением сейчас подумал о том, что очень плохо знаю, что думаете вы обо всем начатом нами. Как относитесь? Чего ждете от нас? Принимаете или не принимаете? Вы хозяева завода. Вам решать его судьбу. И я хочу услышать вас. Разобраться. Поэтому я сегодня доклада делать не буду. Вы все в курсе. Сразу приступим к делу. Прошу. Веди, Набат, собрание. Прошу. Позвольте мне. Пожалуйста. Извините. Амаяк Мартиросович Мясикян, начальник отдела сбыта. Опять про свои заначки заладит. Черный день, черный день. Старая песня. Точно. Вот я хочу спросить каждого из вас. Может ли человек жить без заначки? Ну, началось. Вот так и завод. Не может. А что, заначка не поставила? Жаль, что товарищ Каландаров этого не понимает. У нас на складе нет ни одной готовой машины. И не будет, если станем перестраиваться. А как дальше жить? Я не ретроград. Я за переоснащение. Но за плановое. Прав, Мясикян, нечего смеяться. Жди, жди, дождешься. Яснее. А куда яснее? Взять и приостановить производство нам никто не позволит. А наши вентиляторы по всей стране ждут. Правильно. Значит, будем перебиваться на меньших площадях, в плохих условиях, будем работать с двойной или тройной нагрузкой, в заработке потеряем, качество потеряем. В результате план сорвем. Риск, товарищи, должен быть оправданным. А я пока что вижу один урон. И сегодня-то у нас молодежь не очень задерживается. А завтра при таких условиях начнут уходить и кадровые рабочие. Тогда и я скажу, Чирый Хаджамович. Пожалуйста. Прошу сюда, Светлана Васильевна. Не знаю. Может, со временем и будет выработана система, открывающая простор директорской инициативе. А пока я за техническое перевооружение, но против партизанских методов. Ни план, ни реализацию, ни номенклатуру нам не отменяли. Чирый Хаджамович сулит нам журавля в небе. Но в практической жизни дороже синица в руках. Нет, я тоже. Меня не устраивает наш завод сегодня. Но вы о людях подумали, Чирый Хаджамович? Как сделать так, чтобы никто из них, никто из вас, товарищи, не потерял? Скажите мне это, и я буду за вас, товарищ директор. Она вроде бы все правильно сказала. Но будет ли какой толк от этого? Можно мне с Каландаровым поговорить, только я с места буду. Можно, Балы Алтыч, говори. Я слесарь. В цехе и везде против выступал. Я как думал? У меня дети,
язва. 13-я зарплата лишней не бывает. А теперь заявляю. Глупости говорил. Поумнел, значит? Да, поумнел. Инженер мне рассказал, которого к нам в бригаду прикрепили. Вот я и хочу спросить, почему Каландаров, наш уважаемый директор, ты меня в стороне держал? Почему не сказал? Алтыев, подумай. Я рабочий. Без меня дело не сделаешь. Твоя голова, мои руки. Вот. И моя голова должна подумать. Тогда мы горы свернем. Ай да ты, гигант мысли. А как же язва? В Трусковец не поеду. Пусть язва здесь подождет. Может, и ей реконструкцию придумают. Я вот что хочу знать. Какие вопросы вас больше всего волнуют? Если мы начнем осуществлять намеченную программу. Волнуют. Еще как волнуют, товарищ директор. Я скажу. Моя фамилия Давлетов. У меня 8 детей. Водки не пью, на смену не опаздываю, вовремя прихожу. Но я хочу зарабатывать. Ну, если заработок обеспечим. Согласитесь работать в 3 смены? Соглашусь. Если ночью будете кормить. Правильно, Давлетов. Голодными много не наработаешь. Столовая должна и ночью работать. За нашу зарплату и в 3 смены? Это что такое? Это что за собрание? Это разве собрание? Хаос получается какой-то. Люди дело говорят. Думаете, если по бумажкам будут речи читать, так это полезней? Это совет. К сожалению, мы совсем забыли, что такое собрание. Вот мы и советуемся сейчас. Я не понимаю вас. Можно сказать? Да, пожалуйста. Мы, конструкторы, работаем над новой машиной. Над чертежами нового стенда. И над следующей машиной тоже думаем. Работаем, вы знаете, сутками, если надо. Технический прогресс начинается из КБ. Но, вы знаете, неловко говорить. Неужели наша работа не имеет отношения к тому, что делается в цехах наших и на заводе в целом? Вот я о чем хотел сказать. Вы инженеров в бригады закрепили. А какой им интерес стараться? Совесть — единственный интерес. Совестью, да приказом. А больше ничем они. С бригадами не связаны. Моторесурс у такого двигателя известно какой. А ты из своего кармана приплачивай. У тебя ведь зарплата большая. Зачислить их в бригаду! Прошу слова. Пожалуйста, Алексей Иванович. Евдокимов Алексей Иванович, старейший работник завода. Скажу прямо, товарищи. Хорошее мы делаем дело. Да, уже делаем. И отступать нам никак нельзя. Ну, некачественная продукция, это же разорение стране. Вот мы все, когда идем в магазин, каждый старается выбрать что получше, верно? А сами на нашем заводе какую машину делаем? На старом заводе новую машину мы не сделаем, товарищи. Я не только об этом хотел сказать. Вот здесь работают мой сын, дочь, вы все знаете. Так вот, дочь собирается уходить на другой завод, где такой размах, что аж дух захватывает. И хотя мне больно об этом говорить, но я ее понимаю.
За последнее время я очень много об этом думал, товарищи. Вот даже в отделе кадров справку взял. 40% молодежи ушли с нашего завода за последние 2 года. 40%, товарищи! Вы вдумайтесь в эту цифру. План мы, конечно, выполняли. И этим покрывали наши болячки. А вот товарищ Каландаров не хочет их терпеть. Его цель – изменить условия и результаты труда. Саму престижность того, что мы делаем. И если изменим, больше уже никто не побежит с нашего завода. Ну, а одной зарплатой людей, да тем более молодых, не удержишь. Если не удержим, у нашего завода не станет будущего. Так что вот, судите сами. Прав Каландаров или нет? Самый корень, самое существо. Наш директор хочет, чтобы наш завод был на современном уровне. И его решение немедленно начать перестройку завода – это единственно верное решение на сегодняшний день. А вы как считаете? Товарищ Каландаров хорошо делает свое дело? Да. Хорошо. Да? Да. Ну ладно. Я хочу спросить. Почему в зале нет товарища Джумаева? Ведь он отвечает за отрасль в республике и, в частности, за наш завод. Я не понимаю, как он здесь может не присутствовать, когда рабочие решают судьбу нашего завода. Приемная Каландарова. Ольга Павловна, здравствуйте, это Николай Евдокимов говорит. Здравствуйте, Николай Алексеевич. Чарый Хаджамович у себя? У нас рабочее собрание идет, Николай Алексеевич. Ольга Павловна, а как собрание? Долго еще? Не могу сказать, но давно уже идет. Жарко? А у вас? Да я не про погоду. Ладно, пишите. Николай Алексеевич, я готова записывать. Значит так. Вопрос о переносе сроков поставок Севергазстрою согласован. Так. С документами вылетаю в Москву в министерство. Да. Хорошо, если бы из республики был звонок. Боюсь, что могут долго держать. Так. На вахте. На какой вахте? Да в предбаннике. Сегодня не можем, завтра приходите и так далее. А, понятно. Да, если вас не затруднит, передайте моим, что у меня все в порядке. А зарплату пусть вышлют в Москву на К9 до востребования. Хорошо. До свидания. Через час самолет. Теперь позвоню уже из Москвы. До свидания, Николай Алексеевич. А что если... Слушайте внимательно. Если поступим вот так. Все работы по переоснащению нашего завода отдадим на аккорд. Ну, на коллективный подряд. Подряд для всех. Для рабочих, мастеров, бригадиров, для инженеров и конструкторов, включая и меня. И работников общепита тоже. Когда заработок повара будет определяться от сделанного всем коллективом, согласится он кормить людей ночью? Будете кормить? Будем кормить. Можно мне еще Чарый Хаджамович? Пожалуйста, пожалуйста, говорите. То, что вы сказали, насчет подряда. Вы знаете, я давно уже этим занимаюсь. Для себя, для научной работы. Кое-что просчитал на ВМ. И могу утверждать, может хорошо, даже очень хорошо получиться. Так почему же вы раньше-то молчали, дорогая Светлана Васильевна? Да вы знаете, нет же на то инструкции. Ну, мы начнем. Потом напишут. Мы будем первыми, товарищи. Ну как, согласны?
О, ты еще не спишь? А мы с Непесом и Вахтангом задержались немного. У нас собрание было. Знаю. Каландаров победил. И на радостях поехали на ужин к Вахтангу. И это знаю. Откуда такая осведомленность? Что с тобой? Тебе не здоровится? Знаешь, я боялся этого собрания. Нелегкий был разговор. Ну, всыпали, конечно. На многое глаза открыли. Мне всегда казалось, что я знаю людей, понимаю их. Оказывается, нет. Но меня поддержали и пошли за мной. А это главное. Я сделаю все, чтобы оправдать их доверие. Сделаю завод. Новый завод. Ты меня слышишь? Это Мурат из колхоза звонил. Так. Просит показать его жену опытному врачу. Надо помочь. А когда они приедут? На следующей неделе. На следующей неделе? На следующей неделе. На следующей неделе меня, наверное, не будет. И вот так всегда. Что делать, если у меня такая работа? Меня спрашиваешь? Я устала лгать сыну, родителям, самой себе. Я устала оправдывать твое безразличие, равнодушие. Ну скажи, зачем я тебе нужна? И нужна ли я тебе вообще? Успокойся. Ну как я живу? У меня же не жизнь, а сплошное ожидание. Я тебя прошу, не порт мне настроение. У меня сегодня большой праздник. А, Я тебя прошу, у тебя успокойся. праздник. У тебя праздник. А когда же будет мой праздник? Ты даже забыл, что у нас был наш праздник. Я вчера как дура, целый день ждала, готовила. Ночью ждала, я думала, что догадаешься, хоть утром позвонить. Вчера была годовщина нашей свадьбы. Гозель, я люблю тебя. Нет, Чиры. Единственное, что ты любишь, так это свой завод любишь. Вот это ты любишь. Ты даже забыл, что у тебя взрослый сын, который вчера женился. Как женился? А вот так. Взял и женился. Ашир женился? Да. Хорошо. Прекрасно. Жизнь продолжается. Я люблю тебя. Ты мне нужна. Действует! А ты не верила? Это что, войдет в твой диплом? Да. Рассчитать угол заточки резца помогли наши конструкторы. Да. А режим работы станка мы с Понятно. ребятами вместе искали. Ну, Теперь прекрасно. здесь, я думаю, производительность труда увеличится. Хорошо, Непес Бабаевич. Я думаю, за такое начинание надо поощрить молодежь. Что ж, они работали очень хорошо. Наградим их поездкой в Ленинград. Да, давайте наградим поездкой. Ой, а можно нам с собой взять ребят из Вы завоевали это право, так что все поедете, а как? Чары Хаджавович, можно вас? Да, Набат Мурадов. Что случилось, Набат Мурадовна? Чары Хаджавович, нас в Совмин вызывают. Истории вопроса касаться не будем. Она хорошо известна всем. Обсудим существующее положение дел и перспективы. Прошу высказываться. Позвольте мне. Пожалуйста.
Как известно, отрасль испытывает большие трудности. Под угрозой наш годовой план. Завод, которым руководит товарищ Каландаров, может выправить положение. Однако товарищ Каландаров без нашего согласия начал перестройку завода. Каландаров вел переговоры о частичной переброске заказов, не согласовав это не только с нами, но даже с Госпланом Республики. Эта продукция должна пойти в счет выполнения плана 3-го квартала. Мы не можем подвести всех заказчиков и не выполнить договорных обязательств. Всесоюзное промышленное объединение нашей отрасли не возражает, чтобы Солнечный частично выполнил наши поставки. Основной заказчик сейчас Севергазстрой. Как вы им обеспечите поставки? Солнечный здесь не выручит. С Севергазстроем есть у нас договоренность. Они уже подтвердили свое согласие на поставку им агрегатов во 2-м квартале будущего года. Но это же план 4-го квартала текущего года. Мы-то об этом ничего не знаем. Но, к сожалению, таковы издержки планирования. Все равно бы наши машины пролежали на пристанях до открытия навигации по северным рекам. Ну, где-то до мая-июня будущего года. Я думаю, товарищ Каландаров превышает свои полномочия. Это очень осложнит взаимоотношения с союзным объединением и с Госпланом. И это, несомненно, создаст... Продолжайте. Создаст для нас определенные трудности. Безусловно, есть какие-то трудности, но существо вопроса, я думаю, в другом. Быть заводу на современном техническом уровне или, продолжая кое-как работать, сильно отстать в техническом прогрессе. Такое отставание и сейчас налицо. Верно понял я вас, товарищ Каландаров? Да, вопрос стоит именно так. Это правильно, что вы сейчас ставите этот вопрос. Главное, что правильно и своевременно. Я бы сказал, по-современному решаете. Я читал протокол вашего собрания. Жалко, что там вас не было, Нариман Жумаевич. Кстати, по вашей просьбе мы здесь собрались, товарищ Жумаев. Должен сказать, что нас не убедило заключение комиссии объединения. Ну, к этому вопросу мы еще вернемся. А сейчас, товарищ Каландаров, у нас к вам и к рабочим завода большая просьба. Постарайтесь побыстрее закончить техническое перегружение. Мы вам всячески поможем. Спасибо. Да, насчет банка и фондов развития. Завод имеет фонд развития, и за счет этого фонда может технически перегружаться. На то и создается этот фонд, чтобы предприятия им пользовались. Надо помочь. Хорошо. Ну что, товарищи, большое спасибо. Все свободны. Чары Хаджамович, да? Вы останьтесь, пожалуйста.